Закончили встречу с нашими гостями. Мы закончили встречу с руководителями Всемирного конгресса татар. Мы закончили встречу с делегацией Татарстана, в которой присутствуют депутаты парламента Татарстана. Мы обменялись мнениями о современной ситуации в Крыму, в Украине. Каждая из сторон изложила свои подходы, свои позиции. Мы удовлетворены тем, что практически во всем у нас есть полное согласие, во всем. Мы говорим о том, что сейчас необходимо всем объединить свои усилия для того, чтобы, первое, чтобы не было никаких действий военных. Чтобы все дискуссии, которые есть в обществе или даже между государствами, были переведены на дипломатическую ниву. И мы говорили о том, что мы, крымские татары и татары, татарский народ, Татарстан, мы, крымские татары, Крым, можем стать, и мы сделаем все для того, чтобы им стать, вот тем мощным рычагом и стимулом для того, чтобы отношения между Российской Федерацией и Украиной, двумя независимыми государствами, стали на таком уровне, чтобы не было больше никаких облаков. Мы, крымские татары и татары, хотим своей нашей совместной деятельностью во благо своих народов служить и работать на благо народов Российской Федерации и Украины. Остановить дальнейшую эскалацию напряжения, я хочу еще раз повторить, необходимо, чтобы военные ушли с улиц на территорию своих гарнизонов. Тем более военные, которые представляют третьи страны. Надо, чтобы говорили только дипломаты. И тогда будет шанс на мир. Будет мир, и от этого будет польза всем народам, от этого и Украина, и Российская Федерация выйдут на новый уровень взаимоотношений. Я думаю, что так сегодня думают все люди, которые не хотят здесь столкновений. Украинское государство суверенное в ее нынешних территориальных границах, и Российская Федерация, как государство наш сосед, в котором проживает много народов, друг другу родственных, близких. Вот татарский народ и крымско-татарский народ. Мы будем выходить из того, что будем укреплять и развивать свои государства ради того, чтобы народы более тесно объединяться. Объявлен референдум. Я сказал о том, что в нашем Крыму теперь будет так, что все решения, которые мы будем принимать, должны соответствовать будет позиции всех трех численных этнических сообществ. Русские, крымские татары, украинцы, они вместе составляют практически 96-97% населения Крыма. И поэтому, если кому-то очень хочется провести референдум, это будет означать о том, что этот референдум, если мы хотим справедливости, и мы хотим действительно понять волеизъявление людей, живущих в Крыму, то этот референдум должен быть проведен одновременно, но отдельно в каждом этническом социуме. И тогда, если позиции крымских татар, украинцев и русских, проживающих в Крыму, совпадут, то тогда Крым пойдет по тому направлению, по которому эти позиции совпали. Не может быть так, чтобы большинство своим выбором доминировало по отношению к меньшинству. Тем более, если крымско-татарское численное меньшинство стало таковым не по своей воле. Нас не было на своей родине более 50 лет. Мы были в изгнании.